В Кабмине Абхазии состоялось совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестсотрудничества с участием Сергея Назарова, замминистра экономического развития России. Он сообщил, что решение по льготному финансированию абхазского бизнеса уже принято. По поручению президента России на реализацию этого проекта направлено 126 миллионов рублей. Наиболее важная часть программы – работа с малым и средним бизнесом в Абхазии. О том, какие механизмы могут быть задействованы для развития предпринимательства в республике, будем говорить с Даутом Агарба, экономистом и членом Общественной палаты Абхазии. Здравствуйте, Даут. Добрый день, Белла. Итак, у нашей страны уже есть какой-то опыт, когда государство стремилось и стремится развивать, скажем, предпринимательство, в частности, малый и средний бизнес. Что показал этот опыт? Были ли какие ошибки были совершены, возможно? А может быть, наоборот, какие-то вот открытия, ноу-хау в хорошем смысле? Ну, действительно, без ошибок не бывает в таких случаях. Нужно понимать, что все-таки это определенные риски берут на себя предприниматели, поэтому не без этого. Но вместе с этим хочется отметить, что действительно немало предприятий было создано с помощью государственной поддержки. Вот, если вести речь о крупных инвестиционных проектах, которые были ранее профинансированы, то есть проекты, которые уже работают, есть проекты, которые находятся на стадии реализации. Вот, насколько я понимаю, здесь речь идет о поддержке именно малого среднего бизнеса, что очень важно в условиях Абхазии, потому что именно средний класс или именно малый и средний бизнес как раз составляют такой костяк, скажем, экономики Абхазии. Угу. Ну, решение выделения 126 миллионов рублей на льготное финансирование, это как бы довольно значительный шаг, да? Хорошая, большая сумма. Какие именно механизмы донесения этих средств до малого и среднего бизнеса в Абхазии вы считаете наиболее эффективными, возможными и прозрачными, что самое главное? Возможно, речь идет о прямых, скажем, субсидиях. Возможно, речь идет о создании какого-то фонда, возможно, гарантии по кредитам какие-то. Вот что вы видите? Мы пытались узнать, что имелось в виду. Вот как раз совещание шло на эту тему, но, к сожалению, как-то вот с Министерством экономики пока не складывается в силу занятости вот этого ведомства. Надеемся, что потом получим какие-то более конкретные ответы. Ну, из того, что мы знаем из публичного пространства, да, это то финансирование, которое в этом году было объявлено, и принимали заявки соответствующие от предпринимателей. Вот, требования были следующие. Там, насколько я помню, если мне память не изменяет, то финансировалось 50% от самого проекта. То есть часть средств должен был предприниматель самостоятельно изыскать. Вот такая форма тоже удобна. Безусловно, конечно, лишних ресурсов не бывает. И хотелось бы, чтобы поддержка государства была еще более там значимая в плане финансов. Но, как говорится, надо начинать с малого. И действительно, мы пока не знаем, какие проекты были одобрены. Этого в публичном пространстве нет. Но мы рассчитываем на то, что были выбраны те проекты, которые нуждаются в развитии и, так скажем, ноу-хау, определенные направления, которые, может быть, до этого времени не были развиты, либо были слабо развиты. Угу. Один из ключевых вопросов – это залоговое обеспечение. Да? Банки дают как бы кредит, и необходимо какое-то залоговое обеспечение. Многие представители малого и среднего бизнеса не могут представить банкам вот такие, скажем так, достаточное обеспечение. Какие инструменты здесь могут помочь решить эту проблему? Ну, если говорить, опять же, о финансировании, о котором идет речь сейчас, в данном случае, там, насколько мне известно, не требуется залоговое обеспечение. Это грантовая система. Там обязательно наличие имущества, которое будет использоваться для бизнеса, и соответствующих там основных средств определенных. Они являются фактически условно гарантией по обеспечению этих грантов, которые выдаются государством. Если говорить вообще в принципе о кредитовании, конечно, предпринимателям не всегда удобно находить имущество, которое нужно в качестве залога преподнести банку. Либо банки требуют другие гарантии, там, скажем, в качестве гарантии могут выступать договора поручительства других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Безусловно, конечно, нужно упрощать систему кредитования, но, с другой стороны, упрощая систему, нужно сделать так, чтобы
возвратность была обеспечена. Это самый главный фактор при предоставлении кредитов банками. Именно и, соответственно, взвешенная кредитная ставка, процентная ставка, которая будет удобна как для предпринимателя, и, соответственно, она будет обеспечивать надлежащую доходность банкам. Главным, грубо говоря, смыслом коммерческих банков является именно извлечение прибыли. Это залог их функционирования. Скажите, а вот опыт прошлый, что говорит о том, насколько вот эти средства, которые вкладывают банки российские, потом возвращаются? Есть ли у вас какая-то информация? Насколько мы помним, кое-какие проблемы были в прошлом. Опять же, это касается тех кредитов, которые выделялись именно крупному бизнесу, суммы там от 100 миллионов выше, если не ошибаюсь. Какие-то проблемы были. Чтобы избежать проблем и для того, чтобы сделать этот механизм более прозрачным, на мой взгляд, нужно создать определенные условия. Например, единое окно для того, чтобы предприниматели могли получать там всю необходимую информацию и требования к получению кредита, допустим, соответствующего. Поддерживать те проекты, которые действительно могут развивать экономику Абхазии. Например, мы должны делать акцент именно на малом и среднем бизнесе, так как у нас страна небольшая и население небольшое. И, соответственно, чем больше у нас будет предпринимателей, занятых в этой сфере, тем лучше для экономики Абхазии и для благосостояния наших граждан. Вы знаете, что у нас уникальные природные данные, благородная почва, и мы можем заниматься сельским хозяйством, но сельским хозяйством не для того, чтобы только продавать сырье за границу, а для того, чтобы уже заняться переработкой, агропромышленный комплекс развивать. Может быть, даже это малые предприятия, но тем не менее они бы могли производить экологически чистую продукцию, которая пользуется спросом, и стоимость на нее, кстати, намного выше. У нас туризм, мы же не забываем, что мы туристическая страна. Все направления, они могут привести к синергии, если при правильном подходе. Кстати, и был у меня вопрос такой, на кого именно должны быть направлены вот эти транши в первую очередь, да? Ведь важно еще выбрать не только, скажем так, сам проект, но, наверное, и сферу, да, которая должна развиваться посредством этого проекта. Тут у всех, наверное, субъективное мнение. Если спросить меня, я считаю, что как раз в агропромышленный комплекс нужно направлять прежде всего эти средства, так как первое, у нас благородная почва, как я сказал выше, благоприятный климат, и мы можем производить именно ту продукцию, которая пользуется спросом сегодня. Сегодня спрос идет на экологически чистую продукцию. Но я так понимаю, что должно быть, скажем так, понимание, да, того, вот этой общей картины экономической, да, в стране. Кстати говоря, до 1 декабря Министерство экономики должно представить и утвердить задание президента по поводу программы развития малого и среднего бизнеса. Я сама себя перебила, но я в том говорю ключе, что, возможно, если у тебя нет понимания, куда двигаться, то ты просто точечно будешь какие-то проблемы решать, но в комплексе этот груз так и будет висеть на плечах, не развиваться дальше. Конечно. У нас если возвращаться к прошлому опыту, мы видим, какие недостатки в плане финансирования предоставления тех же кредитов, которые были предоставлены. То есть, если нет целевой программы, соответственно, и двигаться некуда. Можно выделить сумму, но не получить соответствующий эффект, который ожидается. Хотелось бы увидеть в нем. Поэтому тут программа развития нужна. И именно наше агропромышленное сельское хозяйство, я думаю, что должно быть на первом месте. Еще раз подчеркиваю, я бы делал акцент именно на том, чтобы сырье потом перерабатывалась у нас, и уже готовая продукция могла выходить на рынок. Конечно, государство должно обеспечить продвижение этих продуктов на внешний рынок, путем проведения соответствующих выставок, каких-то там международных, где это возможно. Кстати, вторым направлением считаю важным это IT-технологии. Можно развивать у нас. Там уже нет привязки к признанности или непризнанности. Это такая профессия, которая дистанционно можно создавать какие-то программные продукты, небольшие ПО, продвигать услуги. Что вы думаете об объемах сельхозпродукции, которая в Абхазии вообще выращивается? Достаточно ли объема для того, чтобы загрузить предприятия перерабатывающие, чтобы это было чувствительно и заметно в экономическом плане, я имею в виду положительном экономическом плане? Мы о больших объемах пока говорить не можем, потому что для больших объемов требуются большие средства.
Вот. Мы говорим о тех малых предприятиях, о тех малых, скажем так, сельхозугодий, о домохозяйствах, которые могут заниматься выращиванием тех же мандаринов. Но вы, например, вывозить мандарины им или заниматься уходом за ними становится все сложнее. Если, допустим, будет переработка и будут небольшие заводы, которые будут выпускаться джемы, соки, вот, прямого отжима, тогда нашим домохозяйствам будет удобно и выгодно заниматься вот именно тем, чем они привыкли заниматься в селах своих. Ну, если говорить опять о механизмах, вот перейдем, да, ну, во-первых, государство наше же тоже, как, ну, как бы я вот пока работаю, всегда идет речь, всегда экономисты, всегда там руководители ведомств, специалисты говорят о том, что обязательно, ну, и необходимо развивать именно сектор малого и среднего предпринимательства. Вот если говорить сейчас о том, что действительно есть какие-то задания, да, о которых я уже говорила, Министерству экономики представить до 1 числа программу развития, чтобы, как вы думаете, должно входить в эту программу, и может ли она каким-то образом уже описать, не знаю, механизм отбора тех предприятий, конкретный механизм, чтобы люди могли ориентироваться, чтобы это было прозрачно, чтобы это, ну, не было так вот вкусовщина, скажем так, да, при выборе. Какое это имеет значение и что туда должно войти в эту программу? Согласен, это имеет очень важное значение, так как государство должно определить правила игры, и причем эти правила игры должны быть публичны, доступны для всех, для того, чтобы все на одинаковых условиях имели возможность поучаствовать вот в этом тендере. Вот. Что касается какие направления, ну, о сельском хозяйстве и агротуризме мы уже сказали. Далее у нас, так как туристическая страна, мы, я думаю, считаю, что должны развивать именно небольшие объекты размещения. Это вот семейный бизнес, малые гостиницы, то есть делать акцент не на гигантских, там, каких-то больших, крупных объектах, а именно поддерживать тех предпринимателей, которые создают малые гостиницы, малый номерной фонд. Помимо этого, сейчас активно тоже, знаете, гастротуризм стал популярным. Вот это когда, как называется, гостей возят, именно непосредственно знакомят с местной кухней. Это сейчас уже такой, скажем, в гастротуризм входит также вот винокурни маленькие, сыроварни, куда тоже турист приезжает, может попробовать вино, продукцию фермерскую и так далее. Вот эти направления, мне кажется, надо структурировать, и так как они взаимосвязаны. Вот, например, вот агропромышленный комплекс обеспечивает тоже туристическую сферу. В свою очередь, предоставление такого рода услуг тоже позволяет аграрному селу развиваться. Например, тот же самый вот этнотуризм, о котором мы говорим, да, выше, он связан с селом. Можно даже сделать так, чтобы наши туристы имели возможность отдохнуть в селах, вокруг вот этих малых чайных плантаций, винокурен, где они могут провести время заодно. И, но это уже какие-то конкретные, да? Какие-то уже о какой-то конкретике идет речь. Вы как экономист, как вы считаете, доля предпринимательства именно среднего и малого у нас сейчас в экономике возрастает или наоборот уменьшается? Статистикой я не обладаю, но из того, что видно, да, видно, что я думаю, что малые и средние предприятия увеличиваются, потому что даже в сфере туризма мы видим возникновение новых небольших объектов. Мы видим, что, допустим, возникают какие-то малые предприятия по производству вина. Вот, знаем, что занимаются чаеводством, тоже вот именно вот в таком масштабе, в малом, о котором мы говорили, но это такие вот, так скажем, брендовые вещи, которые могут продвигать Абхазию. То есть для Абхазии, наверное, все-таки характерно именно вот малый, средний бизнес. Да. Вот этой гигантомании, скажем так, пока нету. Это хорошо или плохо вообще? Ну, она уже тоже, мы видим, что возникают большие объекты инфраструктурные тоже. Ну, с одной стороны, если они не мешают развитию малого среднего бизнеса, то есть не создают определенных монополий, то почему бы и нет? Но, тем не менее, я считаю, что акцент должен быть именно на малом, среднем предпринимательстве. Это в сфере сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности. Вот. Ну, программу обеспечивать будут, как были названы 3 российских банка: Внешнеэкономический банк, Внешэкономбанк, вернее, ВТБ и Агробанк, вот если я не ошибаюсь, да. И Россельхозбанк, да. Да, Сельхозбанк, да. Как вы считаете, какова
должна быть роль абхазских банков, там, финансовых институтов в этой программе? На мой взгляд, наши финансовые институты должны активно участвовать во всех подобных процессах. То есть с точки зрения экспертизы, потому что финансирование, там они, наверное, да. Да, ну с точки зрения обслуживания, как минимум, тех юридических лиц и предпринимателей, которые будут получателями кредитов, эта система и сейчас работает. То есть операционное обслуживание производят наши банки. Но у нас был опыт предыдущих годов, когда банковская система обеспечивала кредитование за счет средств Российской Федерации. Это был так называемый субординированный кредит, который Национальный банк потом в порядке рефинансирования выделял коммерческим банкам, и по определенной низкой ставке они уже обеспечивали кредитованием предпринимателей, юридических лиц. Такую форму тоже можно предусматривать в будущем. То есть разные формы для того, чтобы наша финансовая система тоже полноценно принимала участие и развивалась. У нас же нет своего эмиссионного центра, соответственно, ресурсная база очень ограниченная в плане денег. Поэтому любые поступления средств в банковскую систему, они оздоравливают ее прежде всего и обеспечивают определенную синергию. То есть проекты работают, которые целевые, но помимо этого деньги крутятся в коммерческих банках, и они, соответственно, позволяют развиваться каким-то там небольшим кредитом, краткосрочным и так далее, какие-то вот такого рода операции. Как вы думаете, можно избежать рисков, что ли, да, что средства будут распыляться, не дадут, может быть, какого-то вот кумулятивного, да, вот такого сборного эффекта? Ну, только отбор, только на стадии отбора, на стадии приема документов рассматривать и очень взвешенно подходить к выдаче кредитов. Мы знаем, что там, грубо говоря, какое-то количество только будет одобрено, и поэтому вот те, кто будут одобрены, конечно, риски сохраняются, но тут и государство должно часть рисков на себя взять, потому что такие процессы не проходят без рисков. Вот. Но надо минимизировать и постараться сделать так, чтобы эффект был максимальным. И, наверное, мониторить, да, вот само собой. Как работает Целевое использование кредита – это обязательное условие при выдаче. Ну, на самом деле проблема, она большая. Что бы вы еще хотели сказать по этому поводу для того, чтобы, скажем, наше предпринимательство как-то вот более уверенно себя чувствовало? Я бы хотел сказать, что надо максимально со стороны государства обеспечивать помощь и поддержку малым и средним предприятиям, прежде всего тем, кто начинает с нуля, стартапы, которые не имеют поддержки. Это даже, я бы так сказал, введение налоговых каникул на первые 2 года, когда новый бизнес. Вот такие. То есть взаимосвязь государства и инициативных предпринимателей должна быть высокой. Спасибо вам большое. О том, какие механизмы могут быть задействованы для развития малого и среднего бизнеса в республике, мы говорили с Даутом Агарба, экономистом, членом Общественной палаты Абхазии. Благодарю.